Начинаем торжественную церемонию вступления в должность главы Чувашской Республики. Председатель Государственного совета Чувашской Республики Альбина Егоровна Егорова. Хизепле ендежимерзем, депутатсем, пирень хакла ханазем. Уважаемые соотечественники, депутаты, наши высокие гости. Торжественная церемония, посвященная вступлению в должность главы Чувашской Республики, объявляется открытой. Прошу всех встать. В зал вносятся государственный флаг Российской Федерации, государственный флаг Чувашской Республики, штандарт главы Чувашской Республики. В зал вносится Конституция Российской Федерации, Конституция Чувашской Республики. Избранный глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. Прошу садиться. Слово для оглашения итогов голосования предоставляется председателю Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александру Ивановичу Цветкову. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемая Альбина Егоровна, многоуважаемые гости, дорогие друзья! В единый день голосования 13 сентября по всей стране прошли выборы в органы государственной власти и местного самоуправления. Для нас, безусловно, в этот день основными и наиболее значимыми были выборы главы Чувашской Республики. 3 месяца напряженной работы
завершились закономерным результатом. Выборы прошли на высоком организационно-правовом уровне. Их результаты справедливы, объективны и неоспоримы. Избранный глава республики абсолютно легитимен. После выборов республика получила не только нового лидера, но и новые современные управленческие и организационные компетенции, фактически новый стиль управления. Мы, в свою очередь, получили уникальный опыт работы в новых условиях, которых раньше никогда не было. В условиях режима повышенной готовности, противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, ежедневного преодоления связанных с этим социальных и экономических проблем. Но с другой стороны, выборы проходили в условиях использования передовых цифровых технологий, в условиях максимальной открытости, гласности и, самое главное, в условиях реальной политической конкуренции. 16 сентября Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики подвела официальные итоги выборов главы Чувашской Республики. По результатам всенародного голосования, набрав 386 436 голосов избирателей, что составляет 75,63% от числа проголосовавших, главой Чувашской Республики избран Олег Алексеевич Николаев. Выборы признаны состоявшимися и действительными. В соответствии со статьей 71 Конституции Чувашской Республики, при вступлении в должность глава Чувашской Республики приносит присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Конституции Чувашской Республики. Чуваш Республикин пушлеген полномочий зене пурнышланы жухне, Россия Федерации Конституцийне, Федерации Законе зене, Чуваш Республикин Конституцийне, тогда Чуваш Республикин Законе зене тыца бума, Шаманбегех Россия Федерации Президентин указы зене, тогда Россия Федерации правительствен ежедневного зене пурнышлама, Эдем, тогда гражданин провизине, иреклегезене хизеплеме, тогда пурны жагерце бума, Чуваш Республикин пушлеген пызыктивишне числен пурнышлама, халышын шанжыклешлеме тубадывады. Клянусь, при осуществлении полномочий главы Чувашской Республики соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Чувашской Республики и законы Чувашской Республики, а также исполнять указы президента Российской Федерации, постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Чувашской Республики, верно служить народу. Согласно статье 71 Конституции Чувашской Республики, Олег Алексеевич Николаев вступил в должность главы Чувашской Республики. Согласно Конституции Чувашской Республики, Олег Алексеевич Николаев подписывает указ о вступлении в должность главы Чувашской Республики. В зал вносится должностной знак главы Чувашской Республики.
Цепля Олег Алексеевич. Уважаемый Олег Алексеевич, от имени участников торжественной церемонии искренне поздравляю вас с вступлением в должность главы Чувашской Республики. Уверена, что ваши знания, опыт, трудолюбие, конструктивный подход ко всем поставленным задачам помогут в дальнейшем развивать нашу Чувашскую Республику, станут залогом новых свершений во благо процветания нашей родной многонациональной Чувашской Республики. Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия, новых успехов в реализации намеченных целей. В добрый путь вам! Слово предоставляется заместителю полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олегу Александровичу Машковцеву. У меня сегодня действительно очень почетная миссия. Полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Анатольевичем Комаровым мне поручено произнести приветствие от его имени. Уважаемый Олег Алексеевич, поздравляю вас с избранием главой Чувашской Республики. За относительно небольшой промежуток времени вы объединили активных и неравнодушных к судьбе республики людей. Победа на выборах показала, что жители доверяют вам и поддерживают инициативы по развитию региона. И эта победа – огромная ответственность, ведь от вас и вашей команды люди ждут грамотных действий по обеспечению стабильности и процветания Чувашской Республики ради улучшения жизни каждого жителя. Ответ на оказанное избирателям доверие – это эффективная работа, выполнение обязательств и, как результат, позитивные изменения. У Чувашии есть серьезный потенциал. Республика – лидер Приволжского федерального округа по доле организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Промышленные предприятия региона играют значительную роль в приборостроении и химической промышленности страны. В республике динамично развивается агропромышленный комплекс, здравоохранение и туризм. Важно правильно использовать этот потенциал и приумножать его на благо жителей. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачи по качественному изменению и улучшению жизни людей, в том числе благодаря реализации национальных проектов, развитию инфраструктуры и социальной сферы. Необходимо многое сделать для восстановления экономики и занятости. Достижение этих целей требует командной работы, компетентности и настойчивости. Уважаемый Олег Алексеевич, вы родились и выросли на Чувашской земле. Важно сохранить связь и прямой диалог с гражданами. Уверен, что решение проблем каждого жителя Чувашии будет для вас безусловным приоритетом в работе. Желаю вам успеха в новой должности и новых достижений на благо Чувашской Республики и Российской Федерации. Полномочный представитель Игорь Комаров. Олег Алексеевич, я со своей стороны искренне присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые пришли в ваш адрес сегодня, к поздравлению полномочного представителя. Я понимаю, что вы житель Чувашской Республики. Для вас слова развития, благополучия каждого жителя не пустой звук. Я думаю, что это вам должно помочь в той работе, которую вы на себя берете на эти 5 лет. Я желаю вам здоровья, искренних успехов и каждому жителю Чувашской Республики процветания. Спасибо. Слово предоставляется первому президенту Чувашской Республики, первому заместителю председателя Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации Николаю Васильевичу Федорову.
принципля Олег Алексеевич, хакла индишимрсем, ханасем, уважаемый Олег Алексеевич, дорогие мои соотечественники, наши гости. У каждого времени, у каждого поколения свои испытания. Прошу извинить, но мне вспоминается 1994 год, когда Родина меня встретила не всегда для вас покорного слугу, встретила многотысячными митингами людей, справедливо возмущающихся тем, что не получают они зарплату, не получают пенсии, детские пособия. Много-много месяцев, 6 месяцев, 8, 9, а то и год. Это было. Они требовали необходимого, они имели на это право, и эти проблемы нужно было решать. Нужно было решать проблемы, Олег Алексеевич, когда более 1000 населенных пунктов не имели природного газа, более 700 деревень не имели соединений с дорогами с твердым покрытием. Даже из 5 городов всего 2 города имели доступ к природному газу. Канаш, Шумерля, Алатырь работали на угле. Люди понятия не имели, что такое офисы семейного врача, модельные библиотеки, фоки с бассейнами в сельских районах. Это было, и слава Богу, что это уже вроде бы давняя история. Сегодня у вас, у вашей команды, уважаемый Олег Алексеевич, свои новые испытания. И не позавидовать вам и вашей команде для тех, кто любит завидовать. Работы, снова можно сказать, непочатый край. Что можно пожелать, что нужно сделать для того, чтобы у нас наш корабль под названием «Чувашия», корабль был живучим, пассажиры чувствовали себя в нем комфортно и плыли к своим мечтаниям. У нас есть достойный капитан, которому доверил народ, Олег Алексеевич. Есть корабль, есть ждущие счастливого плавания избиратели. Но у любого корабля по пути надо быть капитану всегда готовым к внезапным штормам, к опасным подводным рифам, имея и стратегию развития, но всегда надо быть готовым. И вот в этой части на первое место, на мой взгляд, выходит качество, надежность команды. Качество и надежность команды. Люди должны быть рядом сильные, профессиональные, надежные. Не терпеть и не допускать кумовства, землячества, местничества. Надо, чтобы люди умели трудиться вдохновенно, не просто трудиться, не просто работать, а жить работой. Потому что в наших условиях, Чувашии, в условиях ограниченных физических и финансовых ресурсов, хотя денег значительно больше, чем в былые годы, но все равно они ограничены. Только вдохновенный труд, не простой, не примитивный, не рутинный, а творческий, креативный, вдохновенный труд может помочь преодолеть, компенсировать недостаток ресурсов. Ну и, конечно, надо подбирать людей, которые не болтают просто о любви к родине, малой, большой, к Чувашии, к России. Таких тоже, увы, очень много бывает в нашей жизни. А умеют делами своими подтверждать эту любовь, умеют деятельно любить родину. Да просто убрать мусор, посадить дерево, парки и скверы,
или добиваться на своем участке ответственности максимальных результатов, лучших для страны, чтобы страна училась в Чувашии. У нас есть такие примеры, у нас есть такие стандарты. Их много создано, даже для всей страны. Ну, мне сразу просится и стандарты Центра эндопротезирования Николая Николаева в здравоохранении, чтобы мы претендовали, что мы лучшие по качеству здравоохранения. Тогда интересно работать всем и жить, и трудиться. Просится имя Инны Исаевой, 5-я гимназия, чтобы так работали все, чтобы мы были лучшими в образовании Российской Федерации. Вот если эти вещи хотя бы мы сумеем соблюсти, мне думается, что мы будем максимально близки к осуществлению мечты пронзительной, яростной мечты великого из Чувашии Петра Петровича Хузангая, который для нас написал «Педемпурныч терчебе щержерца тубадватпар, шырах сиве ебе ебер пулна пур пулатпар, шапла булдыр». Слово предоставляется председателю Комитета Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, руководителю Приволжского межрегионального координационного совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вячеславу Степановичу Тимченко. Добрый день, дорогие соотечественники, уважаемый Олег Алексеевич. По поручению секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Анатольевича Турчака и от себя лично поздравляю вас с уверенной победой на выборах и официальным вступлением в должность главы Чувашской Республики. За то недолгое время, что вы по поручению президента исполняли обязанности главы республики, мы в очередной раз убедились в вашей решительности, высоком профессионализме, современном позитивном мышлении, умении вести эффективную политическую и социальную беседу и диалог. Именно эти качества стали основанием выбора избирателей в дни голосования, что убедительно говорит о признании ваших заслуг. Безусловно, Чувашская республика сегодня имеет значительные достижения в экономике, социальной, культурной сферах. В ваших силах эти достижения приумножить, сделать жизнь в Чувашии еще более комфортной и безопасной, привлекательной для инвесторов и в целом благополучной. С опорой на грамотно выстроенные системы взаимоотношений федеральных, региональных и муниципальных властей, а главное, на поддержку жителей республики. Ваш опыт, энергия помогут реализовать все намеченные планы. А мы со своей стороны всегда готовы к диалогу, поддержать вас в ваших позитивных начинаниях. Желаем вам, уважаемый Олег Алексеевич, крепкого здоровья, больших успехов, сплоченной команды и продуктивной работы на благо жителя Чувашской Республики. Спасибо вам. Слово предоставляется руководителю фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, председателю политической партии «Справедливая Россия» Сергею Михайловичу Миронову. Ирекун Пулдер. Дорогие друзья, я очень рад сегодня здесь быть вместе с вами, потому что сегодня праздничный день в замечательной благословенной Республике Чувашия. Сегодня вступает в должность руководителя республики. И мне, конечно же, очень приятно, что это мой соратник, мой друг, мой товарищ по партии «Справедливая Россия». Я хочу сказать слова благодарности всем избирателям Республики Чувашия, которые поддержали кандидата, предложенного президентом Российской Федерации. Я благодарен руководству регионального отделения партии «Единая Россия», региональному отделению партии «Родина»,
конечно же, моим соратникам, региональному отделению партии «Справедливая Россия» за избрание достойного кандидата руководителем великолепной и прекрасной республики. Я не сомневаюсь, дорогой Олег Алексеевич, все у вас получится, потому что в этом вам будут помогать ваши лидерские, человеческие, профессиональные качества, а самое главное – безграничная любовь к родной земле, к родной для вас Чувашии. И я уверен, что вместе с трудолюбивым народом Чувашии вы многое совершите во благо того, что ожидают избиратели, когда они голосовали за вас. И я хочу в качестве напутствия сказать словами народной пословицы Чувашии, которая гласит так: «Бери у людей мало, но давай много». И я уверен, что вы это сделаете, вам это по плечу. Ну а коль сегодня праздник, я не могу не вручить вам подарок, который с любовью подготовили мои соратники по партии «Справедливая Россия». И позвольте мне вручить этот подарок. Добрый путь, удачи и успехов. Спасибо. Слово предоставляется председателю Всероссийской политической партии «Родина» Алексею Александровичу Журавлеву. Ну, что я могу сказать? Эти волнующие мероприятия. И Олег Алексеевича я знаю достаточно давно, работали в одном комитете. Вот всегда взвешенный, четкий, понятный человек. Казалось бы, здесь мы должны конкурировать, политические партии, выдвигать своих кандидатов и добиваться каких-то побед со своими программами и так далее. Но когда я узнал, что президент предложил Олега Алексеевича, исполняющим обязанности главы Чувашской республики, у меня не было вообще никаких сомнений в том, чтобы поддержать эту кандидатуру. Я его знал как профессионала и как достойного человека. Начиная свою карьеру просто с водителя, он вот дошел сегодня на своей земле, вот стоит здесь и понимает, какая ответственность на нем лежит. Понимаете, я благодарен, кстати, Сергею Михайловичу, что вот он отдает таких людей, тем самым как бы ослабляя партию, но прекрасно понимая о том, что это необходимо не только для партии, а для всей страны. Другие партии, партия власти «Единая Россия», согласилась с этой кандидатурой. Не потому, что там кто-то сказал сверху, а потому что прекрасно понимает, что человек достойный, и поддержал его. И это очень важно. То есть, казалось бы, мы должны конкурировать, но мы все поддержали его. Но не только мы. Важно, что его поддержал народ Чувашии. Народ Чувашии, понимаете, все эти 75% дорогого стоят. Потому что мы знаем с вами вот, страну недалеко, там тоже есть 80%. Они не те 80%. А вот эти 75%, каждый заслуженный, каждый пропущенный через сердце. Большая ответственность. Поэтому славься, Отечество наше свободное, дружбы народов, союз вековой. И пусть тебе дает силы, верность Чувашской республики и верность нашей огромной, великой Родины, нашей страны России. Слово предоставляется заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексею Сергеевичу Беспрозванных. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые друзья. Ну, безусловно, сегодня очень торжественный момент, волнительный момент, и я бы хотел прежде всего выполнить важную миссию
передать слова поздравления от министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова. Позвольте, я зачитаю его поздравления. Уважаемый Олег Алексеевич, от имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю вас с избранием на пост главы Чувашской Республики. Чувашия – особенно значимый для нас регион. Мы внимательно следим за его успехами. Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы высоко оцениваем результаты, достигнутые вами и командой, а также планы по дальнейшему развитию. Искренне рад, что именно вы, как избранный глава республики, возьмете на себя реализацию комплексной программы социально-экономического развития Чувашии. Минпромторг России, как федеральный куратор, приложит все усилия, чтобы поддерживать вас, помогать и достигать всех намеченных целей. Желаю процветания Чувашии, здоровья и благополучия всем жителям, а вам, Олег Алексеевич, успехов и плодотворной деятельности на посту главы республики. Денис Валентинович Мантуров. Ну, Олег Алексеевич, я хотел бы еще от себя добавить несколько слов. Вот все, что сегодня было сказано искренне со сцены здесь, вот, ваш адрес, это действительно так, потому что мы с вами как раз познакомились, когда, в Думе, понятно, встречались, но когда познакомились тогда, когда вы взяли на себя вот задачу по работе, в том числе с комплексной программой развития Чувашской Республики. Она была в нашем понимании теперь уже сегодня, то, что мы планировали, да, это одной из частей той большой программы, которую вы предложили вместе со своими коллегами дальше. Я хочу сказать, что вот тот подход, который мы увидели изначально у вас, это подход не просто как к программному документу, это подход с постановкой действительно амбициозных задач, более амбициозных, чем ранее планировалось. Перед собой лично я вот хотел бы отметить эту черту, что вы достаточно требовательный прежде всего человек к себе, и уверен, коллеги, к команде тоже. Поэтому та программа, которая была вами представлена, более широкая, вы будьте уверены, мы будем ее точно поддерживать, будем ее вместе с вами развивать, потому что она так называется. Она называется «Перле». Поэтому, уважаемый Олег Алексеевич, знайте, что Министерство промышленности и торговли – «Перле». Слово предоставляется митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Высокопреосвященнейшему Савватию. Хизепле дахакла Олег Алексеевич, хизепле яндежа мерзем, пайн пирень савнышло ыра, щуда, уяр, хаваслагун. Дорогие, уважаемый Олег Алексеевич, дорогие друзья и земляки, сегодня у нас светлый, радостный день. И позволю себе зачитать приветственный адрес от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Уважаемый Олег Алексеевич, примите сердечные поздравления с избранием на пост главы Чувашской Республики. Вы обладаете немалым управленческим опытом и хорошо знаете ситуацию в регионе, где вам предстоит продолжить труды на пользу наших сограждан. Убежден, что дальнейшее развитие соработничества между Чувашской митрополией Русской Православной Церкви и местными органами государственной власти будет и впредь приносить обильные добрые плоды, способствуя созданию духовно сильного и нравственно здорового общества. Желаю вам телесной крепости, помощи Божией и успехов в предстоящем служении. С уважением, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.
ноша, которая выпала вам, уже говорили, и Николай Васильевич тоже, и многие другие говорили о том, что нелегкая, ответственность на вас лежит большая. Со своей стороны хочу сказать, что там, где государство не может по закону поддерживать незащищенные слои населения, мы готовы прийти на помощь. Русская Православная Церковь. И в ближайшее время я надеюсь на совместное сотрудничество именно в области социального служения. Мы готовы помогать тем, которые нуждаются в ней. Да, действительно, человеку нужно питаться, у человека должна быть работа, человек должен быть себя чувствовать социально уютно. И в этом вы, как глава республики, обеспечиваете население. Ну, как всегда говорят, не хлебом единым человек жив. И здесь духовное состояние человека не менее важно для республики и для нас с вами. Я не буду говорить слишком много, потому что сказано до меня очень много добрых, искренних, важных слов. Я хочу пожелать вам помощи Божией в вашем служении, служении нашему Отечеству, нашей малой Родине, нашей великой России. И пусть Господь укрепляет, дает вам сил, доброго здравия. Всего доброго вам. Туру Буш Сабыдерзере. Слово предоставляется муфтию Чувашии, главе Духовного собрания мусульман России, члену Общественной палаты Российской Федерации Кырганову Альбиру Ривкатовичу. Уважаемый Олег Алексеевич, Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Саватии, дорогие гости сегодняшнего торжества, позвольте мне от лица мусульман Чувашии, Духовного собрания мусульман России, от моих коллег по Общественной палате Российской Федерации всех вас сердечно поздравить со столетием со дня образования Чувашии и оказанным высоким доверием народа и убедительной победы на выборах, Олег Алексеевич, вас. Поздравление, празднование столетия прошло под девизом «Перле» – «Вместе», по-татарски «Берге», очень похоже. Оно очень близко по значению и смыслу всем нам. «Нумайда педеть, сахалда щитеть, перле пурыннене мен щитеть». И многое закончится, и малого хватает. А что может сравниться жизни в единстве, говорил чувашский народ. В Чувашии мы, разные народы и религии, живем по заветам предков дружно. Они говорили: «Кюрше арше аякри таванран хахлырах, пирен чуваш халыхе щапла каланы яланах». Наш чувашский народ так говорил всегда: соседи дороже дальних родичей. Мы дорожим и гордимся нашими добрыми отношениями, и, слава Богу, так в нашей республике живем. В предвыборном лозунге Олега Алексеевича были предложены очень важные слова. Это развитие, созидание и процветание. Мы очень надеемся, что тот ваш курс, который вы задали, будет направлен на помощь и поддержку всех здравых сил в деле творения добра и пользы республики, что они найдут в вашем лице понимание и иметь возможность реализовать свой потенциал. Мы это увидели и на примере, как вам удалось в республике объединить и все партии, и все разные политические воззрения, народы, культуры
И мы надеемся, что это будет и дальше у вас получаться. Николай Васильевич сказал очень мудрые, наполненные глубокого смысла слова о корабле. Я бы, если позволите, Николай Васильевич, хотел бы добавить, знаете, еще про что? Вот мы, общество, народ, вы наш капитан, мы готовы грести весла. Еще кто-то должен же весла грести. Корабль-то хороший, и вот мы вместе в добром деле готовы быть помощниками, как говорили его высокопреосвященство, уважаемый владыка Савватий, быть всегда рядом и по мере сил помогать. Мы все с вами простые люди из чувашской земли. Вот еще одну поговорку хочу сказать. Чувашский народ говорил, что «Хурашикар шиен ништада хурпулман». Кто есть черный хлеб, тот нигде не пропадет. Вот мы люди, которые выросли на черном хлебе, да, и уверен, что вы также поддержите и сельское хозяйство. Оно мне очень тоже вот удивительно, но близко, потому что мы проводили несколько мероприятий, и я являюсь членом Общественного совета Минсельхоза России. И дальше у нас есть очень серьезные планы в этом деле. И мне было очень приятно увидеть в предвыборных выступлениях те проекты устойчивого развития районов, которые вы предложили. Олег Алексеевич, еще раз от всего сердца хочу вас поздравить, пожелать вам всего хорошего. Ну и, наконец, знаете, ну не только среди чиновников, и среди нас иногда бывают хулиганы, надо порядок делать. И есть такая пословица, что Бог не исправил Кораном, то исправит султаном. Поэтому я хочу вам подарить священный Коран на русском языке. Когда к вам приходят православные, вы читаете Библию. А когда мусульмане с вопросом, можно открыть Коран и им правильно ответить. Почитать. Да, их почитать. Слово предоставляется главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Шаклы индерсем. Чуваш Республикинже бурнаган терле халышын изем. Панги пура худшынаган зем. Шагында келзе житне ханазем. Паян чында манавали педи хумхан улагун. Чуваш Республикин пушлыгын полномочия изине пунышлама пушланы манжен пренжен пиди бызык чиз, тебренжен пиди бызык явап. Уважаемые земляки, жители Чувашии, участники торжественного мероприятия, ну и, конечно же, уважаемые гости, которые прибыли к нам и разделяют наше торжественное мероприятие со мной волнение. Для меня сегодня особый день. Это вступление в должность главы Чувашской Республики. Я воспринимаю это как огромную ответственность. Возможность трудиться предстоящие 5 лет на благо развития нашей любимой Чувашии, Николай Васильевич его назвал кораблем, можно тут по-разному называть, но мы все его точно любим и ценим, сделать все возможное для качественного изменения условий жизни каждого жителя Чувашской Республики, а на это нас ориентирует президент страны. Объединить усилия всех для достижения намеченных целей – это, конечно же, огромная честь. Благодарю всех жителей Чувашии за активную позицию, которая чувствовалась за прошедшие 7 месяцев, которые я проработал в качестве временно исполняющего главы Чувашской Республики. Благодарю за столь высокий уровень доверия, оказанный на прошедших выборах главы Чувашии. И это воспринимаю как кредит доверия, который необходимо подтвердить результатами работы в предстоящий период. Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации
за оказываемую поддержку, которую мы чувствуем постоянно и последовательно. Благодарю всех кандидатов на пост главы Чувашии и политические партии за активную позицию и высказанные предложения по решению проблемных вопросов республики. Несомненно, все они будут лично мной изучены и имплементированы в программу действий в случае возможного эффекта их реализации. Моей же предвыборной платформой стала комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на предстоящие 5 лет, которая была разработана под эгидой Высшего экономического совета Чувашской Республики при главе. И в силу того, что в разработке этой программы участвовали все желающие жители Чувашии, а поступило очень много предложений, более 1000, и программа обсуждалась очень широко, и нашли в ней отражение все предложения населения Чувашской Республики, то ее всецело можно назвать всенародной. И поэтому мы приняли решение, что закрепим его законом Чувашской Республики и сделаем обязательной для реализации. Куч харате алдавать. Так говорили наши старейшины. Глаза боятся, руки делают. Итогом реализации этой программы станет создание сотен новых предприятий, производств, а как следствие десятков тысяч новых рабочих мест. Для создания комфортных условий проживания предусмотрены крупнейшие инфраструктурные проекты. Такие проекты в том числе служат и прекрасной основой для улучшения инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской деятельности. И на это нас постоянно ориентирует президент страны. И для реализации этой задачи буквально недавно был создан при главе Чувашской Республики Координационный совет по активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности и защите прав предпринимателей. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения, образования, культуры, прежде всего на сельской территории республики, должно сблизить возможности развития сельского и городского населения, прежде всего подрастающего поколения. Мы будем делать все возможное для создания условий развития жителей республики, а главное – взращивания в них гордости и за республики, и за те дела, которые будут претворяться в жизнь в ближайшее время. Для этого, конечно же, уже было сказано об этом предыдущими выступающими, крайне важно, чтобы каждый житель республики, независимо от места работы, от национальной, религиозной и политической принадлежности, осознавал свою значимость. И значимость того вклада, который возможен за счет последовательного труда каждого на своем месте. Именно такая организация нашей совместной работы позволит достичь, возможно, иногда кажущихся недостижимых, амбициозных целей и задач. Уверен, что тогда каждый почувствует перемены, а побывавшие однажды в Чувашской Республике гости захотят вернуться сюда еще и еще раз. Хаклы дашсен. Енженде бир ваттизем врентнебек пірле ішлезен, еврлықсем үменже кардарзан, пушланы эшене яланах онышлы вишленеш. Энензе рада. Палас на эшене через тегель пурныжак кертме пулдараса, ебры пірле ішлезен. Задача всех ветвей и уровней власти, я это осознаю прежде всего как личную задачу, за счет слаженной и последовательной работы обеспечить уверенность жителей в завтрашнем дне. Спасибо всем за то доверие, которое было оказано мне. Я верю, что вместе, перле, как было уже сказано, у нас все получится. Спасибо большое. Председатель Государственного совета Чувашской Республики Альбина Егоровна Егорова. Торжественная церемония
посвященная вступлению в должность главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева, объявляется закрытой. Прошу всех встать. Государственный флаг Российской Федерации, государственный флаг Чувашской Республики, штандарт главы Чувашской Республики вынести.